Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами в студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе: без документов, пенсий и пособий, российский плен ветерана войны, узницы двух концлагерей. День Победы 70 лет спустя. Праздник со слезами на глазах или символ величия России. Ветераны в Нью-Йорке вспоминают войну. Начинаем по традиции с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Наблюдатели ОБСЕ с начала мая практически не имеют доступа к российско-украинской границе. В этой связи, заявляет замруководителя миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хук, надо решить, как наблюдатели будут дальше обеспечивать контроль реализации Минских соглашений, поскольку опасность их жизни возрастает. Хук напомнил, за последние дни представители ОБСЕ несколько раз попадали в опасные ситуации. 2 из них произошли в районе Донецкого аэропорта и 1 в Широкино, близ Мариуполя, где сейчас эскалация конфликта. На Урале в настоящий бумажный плен к местным чиновникам попала бывшая узница фашистского лагеря. Гражданка Украины Станислава Калабина после переезда в Россию не может получить ни социальные выплаты, ни даже награду ко Дню Победы. Узница бюрократии пыталась помочь моя коллега Екатерина Пономарева. После, как они вернулись уже с лагеря, вот они, 2 подружки. Красивая девушка с этого снимка живет теперь здесь, в маленькой душной комнате на съемной квартире провинциального уральского городка. Без должного медицинского ухода и пенсии. Практически не говорит и совсем не ходит. Станислава Калабина – женщина уникальной судьбы. 2 года во Вторую мировую провела в фашистском лагере, пару раз пыталась бежать. Выжила. Следом попала уже в лагерь советский фильтрационный, НКВД. Ее все время вызывали и пытали. Ну, как она вернулась живая оттуда, вот что они хотели. Потому что обычно никто не возвращается. И подозревали, что она... Подозревали, да, что она, мол, ну, типа как предатели. После войны Станислава Михайловна почти полвека трудилась на благо советской медицины в родной Украине. И ей были почеты, уважения и поздравления с 9 мая. Пока союз не распался, Станислава Михайловна не забрала к себе в Россию дочь. После событий на Майдане семья бабушки решила, что оставаться на Украине одной ей небезопасно. Так, в свои 89 старушка снова попала в плен. На сей раз местной бюрократии. Без русского паспорта участницы войны отказывают во всем. Даже в медали к юбилею Победы. Это стресс такой сильный был для нее. Хоть мы просили, чтобы врачей сюда на дом вызвать. Ей же можно какое-то отклонение от этого закона. Я понимаю, надо эти законы соблюдать. Можно как-то вот таким людям и отойти вот немножко от этих законов. Родные старушки недоумевают, почему не могут рассчитывать на внеочередное получение паспорта и хоть какие-то социальные выплаты от государства, которому Станислава Михайловна отдала столько лет. На Украине к Дню Победы она получала даже компенсацию за военный плен от немецкой стороны – 800 марок. В России же накануне праздника старушка должна доказать, что не больна ВИЧ. Таковы правила получения гражданства. За СПИД около 2000, это не говоря еще за дорогу. 1085, Калабина. Вот тут 300, это СПИД вот еще. Такое ощущение, говорят родные, что чиновники ждут, когда проблемной старушки просто не станет. И вопрос оформления гражданства отпадет сам собой. Их отправляют то за одной справкой, то за другой. Общественники же убеждают семью судиться. С гражданами Украины у нас особые отношения. Поскольку не надо доказывать, что там происходит, не надо доказывать, что очень сложно иногда пенсионеру привести подлинники пенсионных дел и прочее. Но для этого, опять-таки, у нас создано и комиссии, и советы, и все что угодно. И вопрос, я думаю, решить нужно обязательно. После нашего обращения в администрацию маленького города Кировграда местные власти наконец занялись проблемой старушки. Например, говорят, к Дню Победы они Станиславу Калабину собирались наградить. Вот и медаль уже нашли. Вероятно, там же в одном из рабочих столов Министерства социальной политики залежалась и пенсия, которая должна причитаться женщине. Остается надеяться, что суд заставит администрацию поискать у себя деньги узницы повнимательней, и что Станислава Михайловна до этого момента доживет и сможет отпраздновать уже только свой День Победы над чиновниками. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени».
Для многих из нас, наших семей, Вторая мировая война священная. Но каждый новый день победы несет все больше идеологических смыслов, замещая память. Так происходит, по крайней мере, в России и Беларуси. Москва разносится эхом высоких речей о главенствующей роли в Великой Победе. Праздник со слезами на глазах превращается в политическое шоу. А в тонущем во флагах Минске танки, в том числе российские, в это время дробят асфальт центральных проспектов. Власти стран уверены, только так и надо праздновать, только так в новых поколениях и можно развить патриотизм. Люди либеральных взглядов больше склонны родину любить тихо, без лишних слов и громких символов. О том, что такое 9 мая сегодня, каков истинный смысл нынешних парадов и народных гуляний, мы решили расспросить писателя и журналиста Игоря Померанцева и шеф-редактора газеты «Пражский телеграф» Наталью Судленкову. Наталья, Игорь Яковлевич, приветствую. Спасибо, что нашли время. Для вас есть это некая подмена понятий на 9, на 8 мая? Что я имею в виду? В частности, когда подставные ветераны появляются на Красной площади и техника идет. Это для кого? Именно это сможет у молодого поколения, плохо знающего о войне, привить гордость, уважение к своему государству? Или патриотизм имеет иной эквивалент, а не парады в майские дни? Мы должны понимать, что патриотизм может быть деструктивным, разрушительным. Какой он сейчас в России, по-вашему? Вы знаете, сейчас будет отмечаться 9 мая. Это определенный контекст, это военный контекст. Речь идет уже не о холодной войне, глобальной. Так. Речь идет о конкретной войне на востоке Украины. Правда, вот. И это совершенно ставит другие ударения и акценты. Я вспоминаю сейчас стихи киевского поэта, рано умершего, фронтовика Семена Гудзенко. Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, и значит смерть проходит мимо. Так вот теперь это украинский лейтенант хрипит. На русском или на украинском языке. А хрип украинского лейтенанта, как вы говорите, он каким-то образом сейчас политически конъюнктурно сопряжен с помпезным праздным? Да, конечно. Вся символика, вся лексика, весь словарь, который окружает теперь такого рода помпезные мероприятия, они напрямую связаны с войной в Украине. Так, считаете вы, связаны эти события? Я считаю, что парады на 9 мая, вне всякого контекста, это в первую очередь память о той победе, о той огромной жертве, которую принес народ. Патриотизм – это любовь к своей родине, а не ненависть ко всем остальным. Любовь? А что значит громкая или тихая? Ну, такая, когда лацкана пиджака, просто не видно лацканов пиджака из-за георгиевских ленточек, когда кругом в Украине фашисты, это лексика российских федеральных СМИ. Вы знаете, вот это как? У каждого человека есть свое право изъявить свою волю. Кто-то хочет навесить на себя георгиевские ленточки с ног до головы, ну пусть вешает. Можно я вам личный вопрос задам? Как вы отнесетесь сейчас, когда 9 мая в Донецке будет парад Победы свой, организуемый боевиками ДНР и лично Захарченко? Это для вас что? Это проявление патриотизма или это часть большого сюрреализма политического? Захарченко – боевой офицер, который имеет право участвовать в парадах Победы. Я лично никак к этому не отношусь. То есть я просто констатирую. Нет своего отношения? Нет, я констатирую факт. Я понял. Благодарю. Игорь Яковлевич, я бы хотел еще поговорить о том, как подается история войны. Это тоже важный вопрос, и времени не так много. Это вообще не только успехи и поражения Красной Армии. Это не только тяжелые потери, жертвы, о которых вы, Наталья, вспоминали. Но это и Ржевская мясорубка, а именно так битву эту начали подавать относительно недавно. Это и ужасы послевоенного Берлина, уже в мирное время. Это и содержание секретного приложения пакта Молотова-Риббентропа, о чем в школах нам не говорили. И вот у всей этой правды, истинной правды, есть достаточное число противников сегодня, которые говорят, что представление о стране-победительнице не надо менять, не надо трогать. Вот как оно с советских времен идет, трактовка произошедшая, пусть так и идет и годы спустя. Какой, по-вашему, должна быть история войны?
она должна быть только героической или разной? Я против, например, учебников, единых учебников, навязанных государством. Да. Я все-таки за многоголосие, за разное восприятие истории. Но вы знаете, мы говорим о войне, я просто хочу процитировать фронтовика, это писателя Виктора Астафьева. Надо не героическую войну показывать, а пугать ею. Ведь война отвратительна. Надо постоянно напоминать людям о войне, чтобы не забывали, носом, как котят слепых, тыкать в нагаженное место, в кровь, гной и слезы. Вот как выглядит война глазами фронтовика и великолепного писателя. Наталья, по-вашему, только героическая или разная должна быть история войны? Вы знаете, история... Только не говорите, что и такое, и такое. Нет, история, изложение, то есть в завтрашнем номере у нас выходит воспоминание ветерана, который освобождал Чехию, и о том, как он ребенком еще, как они уходили, шли в Ростов пешком, и как у них по дороге добрые люди, советские люди, как он говорил, они забрали у них телегу, забрали лошадей, не дали ни копейки денег, сказали, что все это на нужды войны. Зачем же это скрывать? Факты не изменишь. Они такие, какие они были. Это «Настоящее время». Далее включение коллег из США, материалы из Нью-Йорка о ветеранах Великой Отечественной. Наташа, эфир ваш. День Победы над фашистской Германией празднуют не только в Москве, Вашингтоне, Варшаве, Киеве, но и в тех районах Нью-Йорка, где проживает много иммигрантов из бывшего Советского Союза. Наш корреспондент Виктория Купчинецкая отправилась в так называемый садик – дневной центр для пожилых людей в Квинсе. Дневные центры для пожилых людей – это замечательное изобретение социальных служб города Нью-Йорка. Платит за них государство. Чтобы не скучать дома в одиночестве, американские пенсионеры приходят сюда, обедают в компании, общаются, участвуют в культурной программе. В эти дни во многих таких центрах культурная программа «Праздник» со слезами на глазах. Этот день мы приближали, как могли. Некоторые из этих людей прошли всю войну и прекрасно помнят 9 мая 1945 года. Вы не представляете себе, что значит, что война закончилась. Просто не верил. Тем более я в боях все время участвовал. Рядовым, не офицером. Яков Вайнблат должен был идти боем на курлянскую группировку, когда война закончилась. Вы представляете, кто бы из нас мог остаться, если бы мы штурмовали 200 тысяч немецкую гармаду. Вот. Так что я не только помню, это мой день рождения второй. Сидит Гитлер на осине, Богу молится болван. Любительский и очень трогательный концерт. Его режиссер Наталья Касьянова работает с пожилыми эмигрантами уже много лет. Я это делаю и для них, и для себя, в знак просто благодарности вот этим людям за то, что они прожили такую жизнь тяжелую, и за то, что они живы, и за то, что они молоды. Многие из присутствующих здесь, как и я, родились и выросли в Ленинграде. И как моя мама Мария Николаевна Купчинецкая пережили блокаду. Ася Шапира была маленькой девочкой, но помнит, как было голодно и страшно. Бомбежки, но я помню очень хорошо, когда вначале мы спускались в бомбоубежище, но потом уже не было сил. Мы были все истощены, мамочка была опухшая от голода. А Нина Береговская говорит, что люди даже в ужасных условиях сохраняли свою человечность. Она видела колонну пленных немцев и не испытывала к ним ненависти. Они когда шли, их много шли, понурые, затравленные, черные лица. И мы смотрели на них. Мы сами получили по карточкам хлеб. И я давала им этот хлеб, потому что мне было их жалко. Праздник Победы в этом году событие политизированное из-за событий в Украине и противостояния России и Запада. Это добавляет ветеранам тревог. Некоторые обескуражены иным взглядом на историю. Кто это говорит, что Гитлер был лучше, чем коммунисты? Это фашисты говорят так, вместе с Гитлером. В связи с декоммунизацией Украины Мендел Зильберг беспокоится о судьбе могилы своего брата Михаила, там похороненного. Он слышал сообщения о разрушении памятников советским воинам. Ну а теперь
Если такая система на Украине идет, то какова судьба всего этого сооружения, всей памяти, для меня это очень важно. Но вообще в этот день ветераны в политику стараются не вдаваться. Они об этом не говорят, но после их рассказов становится очевидно. Их личный опыт войны превыше любой политики. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Завтра на параде Победы в Москве США будет представлять посол Джон Тефт. Президент Обама, как и многие другие западные лидеры, бойкотирует военный парад из-за действий России в Украине. Однако на торжества приезжают руководители многих стран Азии, включая председателя КНР Си Цзиньпиня. Многие видят в этом поворот России на восток, в то время как напряженность в отношениях с Западом продолжает расти. Дэниел Шерф продолжит тему. Отсутствие лидеров западных стран на параде в честь 70-летия Дня Победы в Москве будет весьма заметно. Причины, по которым они отказались от участия – аннексия Крыма и поддержка, которую Россия оказывает сепаратистам в Восточной Украине. Однако для президента Владимира Путина важно, что в Москву приедут главы многих стран Азии. Россия готовилась принять Ким Чен Ына в его первой зарубежной поездке с момента вступления во власть. Однако лидер Северной Кореи отменил визит из-за внутренних проблем. Экономические связи между Москвой и Пхеньяном расширяются, особенно после урегулирования вопроса с долговыми обязательствами КНДР с советских времен. К 2020 году объем двусторонней торговли может достичь $1 миллиарда, считает глава делового совета по сотрудничеству с КНДР Виталий Сурвилло. Нынешний объем отношений торговых экономических связей с Северной Кореей оставляет желать лучшего. Он незначительный, но он довольно сильно развивается в последние годы, и в 2013 году, и в 2014 году. И будем надеяться, что будет такое развитие в этом году. Хотя Южная Корея присоединилась к Китаю в решении не вводить экономические санкции против России, Александр Габуев обращает внимание на важность отношений именно между Москвой и Пекином. Учитывая сложные отношения с такими союзниками США, как Япония или Южная Корея, Китай становится единственным крупным партнером. И чем дольше длится конфронтация между Западом и Россией, тем больше значения приобретает российско-китайское сотрудничество. На фоне действия западных санкций Москва подписала с Пекином газовое соглашение на $400 миллиардов. Президент Путин концентрирует внимание на экономике, одновременно пытаясь представить Россию в качестве альтернативы Западу и западной идеологии. Само положение России на евразийском пространстве предполагает ее роль как мощного фактора сближения западной и восточной цивилизации. Поэтому мы стремимся укрепить наши отношения со всеми странами АТР, активно участвовать в строительстве свободной системы торговли, в экономическом и инвестиционном сотрудничестве. Эксперты полагают, что, несмотря на политическую напряженность, торговый оборот России с Западом в ближайшее время не уступит по объемам российско-азиатскому сотрудничеству. Европейский Союз остается крупнейшим торговым партнером России. В России многие считают, что участие США во Второй мировой войне ограничилось отправкой тушенки советским солдатам в рамках программы «Ленд-лиз». Александр Григорьев рассказывает о том, как эта война на самом деле проходила для американцев. В 30-е годы Конгресс США дважды принимал законы о нейтралитете, целью которых было предотвращение участия страны в европейских и азиатских конфликтах. В 1939 году некоторые запреты на поставку товаров и оружия враждующим нациям были смягчены. США начинает оказывать военную помощь Великобритании и Китаю и вводит экономические санкции в отношении Японии, которая ведет войну на Тихом океане. США создали программу Ленд-лиза. В августе ее действие распространено на Советский Союз. 7 декабря США вступили в войну. Япония атаковала базу ВМФ США в Перл-Харборе. После этого войну Соединенным Штатам объявили Германия и Италия. Президент Франклин Рузвельт заявил, справедливая мощь американского народа приведет к полной победе. Войска и флот США ведут тяжелые бои на Тихом океане. Япония разгромила американские войска на Филиппинах, захватила Алиутские острова. Американцы сражаются с японцами на Тихоокеанских островах и в Новой Гвинее. Они имеют стратегическое значение, поскольку позволяют контролировать огромные океанские пространства. В Атлантике США совместно с британцами ведут войну с германскими субмаринами. Проведена неудачная десантная операция в французском Дьеппе. В ноябре американские войска высадились в Северной Африке.
Президент США Рузвельт и премьер-министр Великобритании Черчилль на встрече в Касабланке декларируют, что будут требовать от стран-агрессоров только безоговорочной капитуляции. Американские войска ведут бои в Тунисе. На Тихом океане выиграно сражение на Гвадалканале. Японцы изгнаны с Алиутских островов. Союзники высаживаются в Европе, на Сицилии, а позднее в Южной Италии. Стратегическая авиация США и Великобритании начинает масштабные бомбардировки Германии. Американские и британские войска вступают в Рим. 6 июня они высадились в Нормандии, проведя крупнейшую десантную операцию в истории. Открыт второй фронт. В начале августа освобожден Париж. Германское контрнаступление в Орденах остановлено. На Тихом океане США проводят крупную наступательную операцию. Японский флот проигрывает серию сражений. Войска США высаживаются на японский остров Окинава. 25 апреля американские и советские войска встречаются на Эльбе. Германия капитулирует. В ходе войны США поставили под ружье 12% населения страны. Они потеряли убитыми 291 тысячу человек, почти 671 тысяча солдат и моряков получили ранения и контузии. Около 35 тысяч пропали без вести. В эти дни в Европе, в частности в Чехии, к памятникам героев Второй мировой традиционно возлагают венки и цветы. Передаем слово Праге. Да, Наташа, делают это не только представители власти, но и простые благодарные граждане, чтущие память погибших и умерших. Однако не все монументы вызывают у чехов схожие эмоции. Так, например, памятник советским танкистам в Праге даже были вынуждены перенести в музей за город. Чешский публицист Ефим Фиштейн. Маршал Конев, когда услышал о том, что его извечный партнер и противник, генерал Джордж Паттон, уже вступил в Западную Чехию и освободил город Пльзень, круто развернул первую украинскую армию, которую он командовал, и послал ее на юг. Она шла на берлинском направлении главного удара, перешла на юг, где столкнулась в бою с миллионной армией генерала Фридерика Шорнера. И уже выбив эту армию из центральной Чехии, Конев со своими войсками вступил в Прагу. Памятник маршалу Ивану Коневу вы видите за мной. В руке маршал Конев держит букет сирени. Сирень – это тот цвет, который цветет в Праге как раз в эти дни, которыми забрасывали входящих в Прагу советских военнослужащих, танкистов. Всего считается, что при освобождении Праги погибло 11 тысяч советских военнослужащих. Когда 9 мая 1945 года в Прагу вошли первые танки 4-й гвардейской танковой армии генерала Дмитра Лелюшенко, руководство советское решило оставить на память о погибших в Праге памятник. Этот памятник здесь и простоял до начала 90-х годов к вящему неудовольствию жителей Праги. На памятнике имелась странная надпись: павшим гвардейцам 4-й танковой армии память о том, как они положили жизни во славу своей советской родины. Было непонятно, почему они положили жизни во славу советской родины, а памятник стоит в Праге. Осенью 1989 года случилась бархатная революция, и коммунизм, и коммунистическая власть были свергнуты. С первых же дней стали раздаваться голоса о том, что этому воинственному памятнику не место в центре Праги. Группа молодых студентов решила поступить по-своему. В один прекрасный день, а вернее ночь, памятник был перекрашен в розовый цвет. Власти, естественно, не приняли этого акта самодеятельности студенческой, перекрасили его снова в зеленый цвет, и из раза в раз, снова и снова, ночью студенты перекрашивали памятник в розовый. В конечном счете этого противостояния власти не выдержали, и в 1991 году тяжелейший памятник был снят с постамента. Сейчас памятник, выкрашенный в розовый цвет пацифизма, в розовый цвет мира, находится на территории Музея военной техники, а здесь на его месте был создан фонтан. О прошлом, вообще о истории чешско-российских отношений парадоксальным образом сейчас напоминает только
памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Это «Настоящее время». Далее у нас включение из США. Наташа, эфир ваш. Школа авиации и техники в нью-йоркском Квинсе была основана еще до Второй мировой войны в 30-е годы, когда учениками могли быть только мальчики. За годы существования школы ее выпускниками стали тысячи человек. 12% всех сегодняшних авиамехаников Соединенных Штатов закончили эту самую школу авиации. Попроси, чтобы погоняли движок. Наблюдатель будет здесь минут 15. В школе авиации более 2000 студентов. Здесь, в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди, для них начинается путь к получению профессиональной лицензии Управления гражданской авиации США. За их успехами в освоении профессии механика здесь пристально наблюдают, а по окончании школы помогают продолжить учебу в колледжах по всей стране. Отойди в сторону, когда это делаешь, иначе тебе может достаться. Сама школа находится в районе Куинс. День начинается с занятий в специальном ангаре, где ученики изучают устройство самолетов и особенности их технического обслуживания. Причем некоторые самолеты летали еще до Второй мировой войны. Вторая половина дня посвящена традиционным школьным английскому, математике, физике и другим наукам. Из 120 педагогов более половины сами заканчивали эту школу, и почти все лицензированы Управлением гражданской авиации. Нынешний директор школы Дэна Чараламбус тоже бывший выпускник школы. Мы не готовим ребят только к научной деятельности или только к работе в мастерской. Мы готовим их ко всему. Уважение, социальная ответственность, характер. Вот что мы воспитываем в детях. Ученики проводят здесь много времени, до 10 часов и больше, но, похоже, это всех устраивает. Вы нигде больше не приобретете такие навыки. Вы здесь проводите очень много времени и очень много работаете, поэтому привыкаете к ощущению, что вы всегда заняты. Мне это нравится. После окончания школы я смог получить работу в одной из крупных авиакомпаний. Занимался самыми большими Боингами, 747-ми, сразу после школы. В стране нет больше ни одной школы, которая могла бы такое предложить. Выпускники школы работают по всему миру. 12% всех авиамехаников Соединенных Штатов закончили школу авиации. И сюжет о ветеранах музыки. Исполнители, которые играли с Биби Кингом и другими легендами блюза, выпустили собственный альбом, чтобы передать эстафетную палочку молодому поколению. Ну и, конечно, дать оценить свой талант. Репортаж наших корреспондентов из Хьюстона. Группа называется «Настоящие легенды блюза». Но участники легендами себя не считают. Этим названием они отдали дань уважения легендарным артистам, с которыми довелось поработать. Эрик Деммер 12 с лишним лет колесил по всему миру в группе Кларенса Гейтмаута Брауна. Они стали большими друзьями. Я расстался с ним буквально за 4 дня до того, как его не стало, и было очень тяжело видеть, как он уходит. Как здорово было бы, если бы он остался с нами еще хоть на несколько лет. Джеймс Бугалу Болден играет на трубе с Биби Кингом 35 лет и своими глазами видел, как люди по всему миру ощущали музыку, сочиненную бывшими рабами американского юга, как свою. Люди слушают это и думают, да, это не про меня, но, братцы, мне было тяжело оплатить счета за прошлый месяц, и работу я вот-вот потеряю. Гитарист из Лас-Вегаса Чарли Деннис работал с Биби Кингом с 2002 года. Мы осознали, что Биби стареет, поэтому начали другие проекты, чтобы все продолжало крутиться. Барабанщик и певец Джимми Мейс, который играл со всеми от Элмора Джеймса до Джимми Хендрикса, приехал из Чикаго на студийную запись и пару концертов. Мы не на музыкальной поддержке у кого-то работаем, мы играем для себя сами. Он может рассказать множество историй, но любит и послушать истории, рассказанные другими. Я слушаю, как Бугалу и Чарли говорят о Биби, и Эрик рассказывает о Геймуте Брауне. Тут вся группа история.
Альбом группы «Настоящие легенды блюза несут пламя» увидел свет несколько недель назад, но его уже крутят на радиостанциях по всему миру. Ветераны блюза надеются снова объединиться и сыграть больше концертов. На этом наша программа подошла к концу. Заходите на наш сайт, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Мы благодарим вас и наших коллег в Праге и прощаемся с вами до понедельника. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.